Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аль-Кабира тасиату ашара, 19 грех. Аль-гулулу мин аль-ганимати ва мин бейтил мали ва закат. Аль-гулулу присвоение без права, из трофеев или имущества мусульман, или же с закята, когда человек берет без права себе что-то из этих вещей, то есть из трофеев, прежде чем они были разделены, или из имущества мусульман, то, что является общим, а он присваивает ее себе, или же с закята. Автор сделал такой заглавок этого греха и привел аят. Сура Али-Имран, 161 аят. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. И не подобает пророку присваивать что-либо себе без права. И тот, кто присвоил что-то из имущества мусульман, придет с этим в судный день. И то есть Аллах Субхану Тааля отрицает то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мог бы такое что-либо сделать, присвоить себе без права на это, зульман. И Аллах Субхану Тааля этим же аятом устрашает и говорит то, что тот, кто присвоил что-то без права на то, придет этим в судный день. И гулюлю, аль-гулюль, использовалось как термин для присвоения что-либо из трофеев, однако можно использовать и в остальных имуществах, не только то, что касается трофеев, из-за хадиса, который мы пройдем дальше. Этот хадис очень много приводят. قال أبو حميد الساعدي, сказал Абу Хумейд ас-Саади: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللутайбия على الصدقة. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нанял человека из племени Азд, которого звали Абдулла ибн Лютбия, для того, чтобы он собирал закят. То есть закят его, есть люди, которые занимаются этим, которые собирают его. Есть люди, которые воздают его. То есть закят во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, собирался. И этот закят, который касается животных, который касается продуктов питания. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, использовал одного человека, которого звали Абдулла ибн Лютбия, ибн Лютбия, для того, чтобы собрать садака. То есть он был один из тех, кого использовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И когда тот пришел, собрав закят, он сказал: вот это вам, а вот это было подарено мне.
вот это вам, а это было подарено мне. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу после этого поднялся на минбар. Фахамид Аллах ва асна алейхи, восхвалил Аллаха и сказал: амма ба'д, фа инни астамилу ар-раджуля минкум, фаякулу хаза лакум ва хаза ухдия ли. Я нанимаю человека, даю работу человеку в том, чтобы он собрал садака, и он после того, как собрал, говорит: это мне, а это вам, а это было подарено мне. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как видим, не назвал его имени. Видимо, просто тот, кто передает хадис, знал его имя и поэтому сообщил нам. А так, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не упомянул его имя. И это было его обычаем в таких делах. Когда он видел, какой-то грех делается, он обычно поднимался на минбар и говорил: «Ма баля каумин», почему люди делают так-то и так-то, а именно именами или пальцем не указывал на этих людей, а говорил просто то, что вот это является грехом. Почему люди говорят так? Почему люди делают так? И при этом не порочил их честь, называя их именами. Если в этом, конечно, не было необходимости, то есть чтобы люди остерегались зла этого человека. Но в основном что? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, старался предупредить людей общими словами. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. Почему же он не сидел в доме своего отца и матери и не ждал, пока не придет к нему подарок, если он правдив? Почему же он не сидел в доме отца и матери, пока не придет к нему подарок, если он правдив? То есть этот подарок ему был дан из-за его работы, чтобы он не досмотрел, может, что-то, или не взял получше, или не посчитал поменьше, да. То есть даже если он так не сделал, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тахаду тахаббу, дарите друг другу подарки, и вы будете любить друг друга. То есть, когда человек дарит подарок, у другого человека появляется любовь к этому человеку, симпатия к этому человеку. И поэтому, даже если он так не сделал, но у него появится симпатия. Поэтому уже, чтобы закрыть эти двери, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил брать эти подарки. «Валлахи ла яхузу ахадун минкум шей'ан бигайри хаккин илля лакия Аллаху яхмилуху яумил кияма». И клянусь Аллахом, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-либо из вас возьмет что-либо без права на это, встретит Аллаха, неся это в судный день. То есть что-либо взял, и ты будешь нести это в судный день. И я знаю среди вас человека, فَلَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ. И я знаю среди вас человека, который будет нести в судный день на себе верблюда, который издает звук. Ругаун — это звук, который издает верблюд. Или корову, которая мычит. Или барашка, который также издает звук. То есть в судный день этот человек, чтобы люди увидели его, будет нести эту вещь, которую он присвоил себе без права. И еще эта вещь будет издавать звуки, чтобы большее количество людей узнало, увидело. И потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял руки и сказал: «Аллахумма халь баллахт», «О Аллах, довел ли я?» Несколько раз так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал.
То есть в другом хадисе, сборнике Ахмада и Байхаки, приводится другой хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: хадая аль-уммали гулюлюн. Подарки, которые получают работники, является гулюлем, является присвоением. Какое? Когда дают рабочему, не директор дает, не высший, кто у него стоит, дает, а дает, например, как пример возьмем, например, школа. Учитель преподает, и ученик дает подарок учительнице. И у учительницы появляется симпатия к этому ученику. И уже оценки будут ставиться что? Получше. Будут закрываться глаза на какие-то оплошности. И, например, один ученик дал, а другой ученик не подарил. То в этом случае к тому ученику, который не подарил, появится неприязнь. И поэтому, например, учителю, который получает зарплату и который ставит оценки, нельзя получать от учеников подарки. Потому что дарит ему по причине чего? По причине его работы. То есть тут надо отделить. Если бы он сидел дома, не был бы рабочим в школе, подарили бы ему этот подарок или не подарили бы ему подарок? Если бы не подарили бы, значит, что этот подарок, это будет как присвоение и как вид взятки. Как вид взятки. Поэтому это запрещено. А если, например, например, учитель учил, ученики получили дипломы, и они больше не встретятся с этим учителем, и, например, ему подарки подарили, то в этом случае взять эти подарки уже можно, потому что это уже не будет по причине что? Да, потому что уже не будет влиять на свидетельство, уже не будет влиять на оценки, уже не будет он больше внимания уделять этому ученику, чем другому ученику. Не будет у него неприязнь по отношению к тому, кто не подарил, и так далее. То есть ни на что уже этот подарок не будет влиять. А если подарок влияет уже, а подарок он влияет, то в этом случае что? Запрещено. Поэтому, например, учитель... сказать прямо не разрешается, нельзя. Если уж такой подарок был получен, то этот подарок надо использовать в общем. То это надо подарок дать на общее пользование. Если в школе нету намаз-зала, то в этом случае, да. Только в том случае учитель может получить, если его обучение, например, не влияет на оценку. Например, частное обучение. Когда учитель приходит к ученику, дает ему урок и уходит. И от учителя не зависит оценка ученика. От учителя не зависит оценка ученика. Например. И это учитель, это только как пример. Также сюда входит, например, офис или рабочая одежда или рабочие вещи. Когда ты берешь даже ручку, например, взял, забрал из работы, а эта ручка общая или для пользования только внутри школы, например, или внутри офиса, внутри этой работы, а ты ее себе забираешь, отдаешь кому-то. Например, бывает, что на заводах там перчатки забирают, там забирают рабочую одежду, еще что-то.
При этом это не является их, это является имуществом завода. Если завод, конечно, отдает это, то тут нет проблем. Например, если он есть установлено там, например, какое-то рабочее время для этой рабочей, например, тебе выдали рабочую одежду, и ты работаешь в ней, и тебе говорят, вот ты будешь ее носить в течение полугода, потом мы тебе выдадим новую, а со старой ты что хочешь, что делай, то в этом случае ты можешь забирать. Но если тебе говорят сдать там, или проверяют на выходе, не забрал ли ты это, то в этом случае что? Это указывает на то, что это является собственностью. А так потом люди начнут, а у меня там появилась царапина, у меня появилось это, выдайте мне новую, еще что-то. А если вот устаревшие лежит, не нужно уже? Вот, если, то у школы есть такая вещь, как списывание, также. После списывания, если тебе отдают, то пожалуйста. А оно же, учет идет, у каждой вещи учет же есть. Даже бумажку прикрепляют, также инвентарь такой-то, такой-то, такой-то. И у каждой вещи есть свой учет. Если он списывается, и после списывания, например, заведено то, что рабочий может там, например, забрать, или документ ему надо какой-то например, подписать. Бывает, например, когда я учился в Мекке, у нас там в организации были списанные компьютеры, но при этом учитель мог зайти на склад и взять компьютер, но при этом надо было что? Написать бумажку, что вот я забираю, да, отдаю такому-то человеку это. И, например, у нас некоторые так взяли свой компьютер, но до списывания не может он зайти, хоть доступ ему есть зайти, но он все равно должен бумажку заполнить, потому что это правило. Это установлено так, до подписания бумажки он не имеет права ее забирать. А если, например, сказано, что списанную вещь можно забрать, то тут все возвращается к чему? К установленным порядкам. Порядок ниндык вилган, какой установлен, вот к этому возвращается. И надо это узнавать, чтобы не забрать гулюль. То, что тебе не принадлежит. Присваивать то, что тебе не принадлежит. Даже если это ручка. Задерживай старый срок вышел у вас, новую выдают. Если там можно забрать, забираешь старую, новую ты одеваешь, не старую же хочешь, новую, а новую домой можно забрать. Нет, так нельзя. Так нельзя. Потому что новое тебе дается для работы, а старый уже это заканчивается у него срок годности. Поэтому вот так. И вот это то, что подарки, касающиеся подарков, муадзифин называется, тем, у которых есть какая-то должность. Подарки должностным лицам, так правильно перевести, является гулюль, как сказал пророк, саллаллаху алейхи. Хадис достоверный, приходится в сборнике Ахмада и Байхаки, то есть присвоение имущества, которое ему не принадлежит. Потому что ему подарили для того, чтобы добиться какого-то положения, чтобы он, например, первее впустил, или, например, какой-то товар появится, чтобы он быстрее ему позвонил, предпочел его над другим человеком. Тогда, получается, давать тоже нельзя, да? Чтобы первее пустил или что-то? Да. Давать уже ну да, если брать нельзя, то давать тоже нельзя. тоже взятка считается. Ну, как гулюль, да, один из видов взятки. Мы еще будем, вот еще другие хадисы, это уже в 20-м грехе будет похожие хадисы, как и давать, так и брать не разрешается. Потому что каждый люди, если, например, организация поставила то, что все люди перед ними равны, кто бы ни подошел, и если ты даешь что-то, чтобы тебя впервые впустили или какое-то предпочтение дали тебе, то это уже зулем, то это уже несправедливость, то это уже гулюль, который пророк, саллаллаху алейхи, запретил. И в этом хадисе тоже вот этот человек, его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил для сбора закята.
мы знаем, сборщикам закята даже из закята есть определенная доля. Также там есть количество, определенные люди, мискины, факиры, те, кто работает с закятом, кто в пути и нет у них денег и так далее. И вот сборщики закята, один из них, те, которые получают зарплату из-за того, что они собирают закят. Если ему дарят что-то во время этой работы, значит ему дарят не просто так. Обычно хотят что-то, чтобы он на что-то закрыл глаза или был помягче и так далее. Даже если это не оговаривается, но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, закрыл двери, чтобы это не привело к этому. И этот человек, что? Сказал, это вам, а это было подарено мне. А почему ему было подарено? Если бы он сидел дома, ему было бы это подарено? Не было бы ему подарено. То есть это было подарено только по причине его работы. Также от Абу Хурайры, рады Аллаху анху, приводится: «Хараджина ма'a Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям иля Хайбар». Мы с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, вышли в Хайбар, то есть на битву в Хайбаре. «Фалям нагнам захабан валя варикан». И у нас среди трофеев не было ни золота, ни серебра, но была еда, одежда, вальмата, то есть и остальные вещи, помимо денег. То есть, может, были там кольчуги, мечи, верблюды, все помимо этого, золота и серебра. ثم انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له. И потом мы двинулись с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в сторону вади, в сторону долины, и с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, был его раб. То есть у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, был раб, которого подарил ему один человек из племени Джузам. И когда мы остановились, этот раб встал и начал седло снимать седло, вещи разлаживать. И тут прилетела стрела и убила его. То есть неизвестно, кто выстрелил, но прилетела стрела, попала в него, и он умер от этой стрелы. И мы обрадовались, то есть этот человек прислуживал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, битва, и умер от стрелы. И сказали: «Ханин ляху шахада, я Расуляллах». Поздравили этого человека с шахада, то, что он умер шахидом, о посланник Аллаха. То есть обрадовались, показали свою радость по отношению к этому и сказали, что о посланник Аллаха с шахада, шахидом умер. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, инна шамлята ла тальтахибу алейхи наран». Поистине плащ загорелся на нем, говорит. Поистине плащ загорелся на нем огнем. Ахазаха миналь ганаим яум аль-хайбар лям тусибха аль-макасим. То есть он взял этот плащ из трофеев, прежде чем трофеи были разделены. То есть присвоил себе из трофеев, прежде чем трофеи были разделены. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: этот плащ сейчас горит на нем огнем, говорит. То есть или это выражение как для того, чтобы по правде в судный день или в могиле или в Джаханнаме будет гореть на нему плащ, или же этот плащ стал причиной для того, чтобы он попадет что? В огонь. То есть не прямо в рай, а через Джаханнам. То есть он был верующим, иншаллах.
Но вот это его действие, то, что он присвоил, попрепятствовало тому, что он зайдет в рай напрямую. И люди испугались. Когда услышали вот это, то, что человек взял что-то, то, что принадлежит в общем мусульманам, как мы сказали, даже ручка в офисе, также люди также испугались, услышав это, и один пришел, принес шнурки, другой принес 2 шнурка принес, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: шнурок, шнурок из огня, шнурки из огня. То есть, вот оно должно было быть тебе огнем быть, но ты что? Избавился от этого. Принес шнурок из огня. И сейчас он, то есть как это покаяние, то, что он принес, отдал и заново вернул. И это является таубе ему. Как бы он принес шнурок из огня, который должен был быть ему огнем. Шнурок, веревка на сандале крепится. Много? Нет, так же? Но при этом пророк, оно не было разделено еще между верующими, между мусульманами. И у него было право, как и у остальных людей было право на этот плащ. Однако он поторопил и взял себе его. И поэтому вот этот плащ, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, горит на нем огнем. Тут приводится хадис слабый, но я его упомяну, чтобы указать на то, что этот хадис слабый и неприемлем как доказательство. И имам Тахави сказал, если даже он правильный, сахих хадис, то он отмененное решение. Приводится хадис в сборнике Абу Дауд от Амра ибн Шуайба, который приводит от своего отца, который тот приводит от своего дедушки, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр и Умар сжигали вещи присвоившего из трофеев и наказывали его побиванием. То есть, например, человек что-то украл, и в наказание за это сжигали все его вещи и били палками. Есть такой хадис, однако этот хадис что? Слабый. Не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, такой ни Абу Бакр, ни Умар. То есть такое наказание нету в шариате. Такого наказания сжиганием нету. И вещей, не человека, а вещей хадис слабый. Неприемлем как доказательство. И как имам Тахави сказал, даже если мы скажем, что это достоверно, то это что? Отмененное решение, потому что в некоторых риваятах, других хадисах приводят и сожгите имущество присвоившего, как наказание. Однако этот хадис, как я сказал, неприемлем для доказательства. То есть ученые сказали, по нему амаль не делается. Для того, чтобы знали, если такой хадис встретите уже в дальнейшем, в будущем, чтобы знали, что этот хадис что? Неприемлем. От Абдулла ибн Амра приводится: «Кяна аля сакали Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям раджулан юкалю лаху Киркира». Был человек, которого звали Киркира, которого поставили для того, чтобы он занимался вещами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, куда-то в путь выходил, этот Киркира седлал лошадь или верблюда, когда останавливались, снимал седла, вещи раскладывал, поднимал их, занимался такими вещами, прислуживал пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Его звали Киркира. И он умер. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он в огне. То есть человек занимается тем, что? А пророку, саллаллаху алейхи вассалям, хизмат делает, помогает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, его вещи поднимает, носит, верблюда поит, лошадь поит, то есть прислуживает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и тут он умирает, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, он в огне. А чего это?
Фазахабу янзуруна илейх, и люди собрались и начали смотреть, изучать его вещи, которые у него были при нем, и нашли плащ, который он присвоил себе из трофеев. И нашли плащ, который он присвоил себе из трофеев. То есть тут афиннар, это не значит, что он навечно в огне, а тут значит, что он вот за этот грех получит наказание огнем. То есть зайдет, иншаллах, в рай, но не напрямую. И другие хадисы, которые мы упомянем в другой главе, в 20 главе, в 20 грехе. Зулем, имам Захаби говорит, 3 видов бывает. Вот когда человек притесняет кого-то, зулем делает, он бывает 3 видов. Он бывает 3 видов. Или можно все возвратить к 3 видам. Что ты? Зулем. Первое. Аклюль мали биль батиль. Чужое имущество, брать чужое имущество ложью. То есть присвоение чужого имущества бильбатль, с помощью батыля, с помощью ложного. Или обманом, или взяткой, или когда человек пугает кого-то. То есть присваивать себе то имущество, на которое он не имеет права. Это первый вид. Второй вид – это зулем посредством убийства, посредством удара, посредством нанесения ран, то есть причинения физического вреда телу. Первый – это вред имущества кому-то, второй – это вред чему? Телу. Третий вид – это вред чести человека. Как, например, ругает, проклинает, обвиняет и так далее. Это тоже что? Зулем. Зулем – это не только как вот первые 2 вида, когда посягательство на чье-то имущество или посягательство на тело кого-то, но также на честь кого-то также является что? Зульмом. И все эти 3 вида пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в последнем хаджи запретил. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в Мине, это был месяц Зульхиджи, это был время Курбана. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся и сказал хутбу и сказал: инна димаакум ва амваликум. Из того, что он сказал, было те слова, то что инна димаакум, пасите ваша кровь и ваше имущество и ваша честь запретна вам. То есть нельзя одному человеку наносить вред имуществу, телу и чести другого человека. Запретен так же, как запретен этот день, и этот месяц, и этот город. Он же в Мекке говорит так же. Месяц тоже запретный, также Зульхиджи. Один из скольки запретных месяцев? 4. Зулькада, Зульхиджа, Мухаррам, Раджаб. То есть вот эти 3 вещи пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ля якбалю Аллаху салятан бигайри тухурин валя садакатин мин гулулин. Аллах субханаху тааля не примет намаз без тахарата и не примет садака от присвоенного имущества. Гулюль. То есть человек ворует, например, и дает из этого садака. Инна Аллаха таййибун ля якбалю илля таййиб. Аллах Тааля таййиб, благой, и принимает только благое. Как приходишь же в киссе, то что
когда пришел человек к Абу Ханифе и сказал, украл яблоко, и сказал то, что он даст садака, и в итоге получит 9 аджров, потому что мы знаем, что если человек совершает грех, то записывается как один грех, а если человек совершает благое дело, то записывается как минимум 10 благих дел. Аллах Субхану Тааля дает нам. И он говорит, я украл яблоко, получил один грех, и дам его садака, и получу 10 наград, и 10 минус 1 будет 9. Да. И Абу Ханифа сказал, что «Инна Аллаха таyyибун ля якбалю илля таyyиб». Аллах благой, принимает только благой, такой садака он не принимает. И тоже вот имущество, которое миналь гулюль, когда человек присваивает что-то чужое, как мы примеры показали, да? Садака от таких вещей Аллах Субхану Тааля не принимает. Так же, как намаз без тахарата не будет действительным. Зайд ибн Халид аль-Джухани приводит то, что анна раджулян галля фи газвати Хайбар, то, что один человек в битве при Хайбар галля присвоил имущество из трофеев, и пророк и умер. И пророк саллаллаху алейхи вассалям не захотел читать ему джаназа намаз. И сказал, инна сахибакум галля фи сабилиллях, поясни, ваш друг присвоил имущество на пути Аллаха. Фафаташна матааху, и мы начали искать среди его вещей и нашли ожерелье, которое оценивалось 2 дирхема. Нашли ожерелье, которое оценивалось 2 дирхема. То есть, которые он присвоил из трофеев, прежде чем они были разделены. И, как мы сказали, это возвращается ко всем вот то, что является общим. Пока оно конкретно твоим не стало, ты не имеешь его себе забирать, не имеешь права себе его забирать. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не захотел ему что делать? Джаназа намаз читать, да. И, как имам Ахмад сказал, мы из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, знаем то, что джаназа намаз оставляется. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не читал джаназа намаз за тех, кто присвоил имущество и кто убил самого себя. И да, вот тут надо разъяснить то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не читал. Это не значит, что не читается, это значит, что как указание на то, чтобы одно из методов предостережения совершения греха, это чтобы имам или знающие люди, или люди, у которых есть положение среди общества, не участвовали в этом джаназа. Но если никого нет, это уже никого нет, значит, выходим из исключений и читается. То есть, если есть грехи, например, совершенные, которые больше, например, чем, например, присвоение имущества или другие, то это, тем более в этих случаях разрешается оставление имамом намаза за такого человека. Но это не значит, что другие не читают. И при этом самое лучшее, это чтобы имам, если не читал, но при этом сделал дуа за этого человека. То есть не открыто. Понятно, да? То есть, чтобы, если оставил одно, то не оставил бы другое. Потому что этот человек, даже если он совершил грех, он очень нуждается в дуа, он очень нуждается, чтобы за него попросили прощения у Аллаха. И он один из самых нуждающихся людей, можно сказать. То же самое тот человек, который убил самого себя, он совершил большой грех. И он является самым нуждающимся. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не читал для того, чтобы люди не делали это, да, как предостережение, а не то, что ему не читается, Как во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Сахих Муслиме приходит то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за зина была наказана женщина, в котором была побита камнями, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как была побита камнями, прочитал
за нее джаназа намаз, и сказал Умар: о посланник Аллаха, ты ее наказал и при этом прочитал намаз ей, джаназа намаз, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: она совершила такое покаяние, если бы это разделилось бы между 70 человеком, людьми из жителей Медины, то охватило бы и было бы шире, чем, то есть еще бы хватило на других людей. То есть то, что человек умер, например, тоже хамр выпив или другие грехи совершая, то этому человеку читается намаз, однако желательно, если в этом есть, конечно, будет польза, если имамы или там знающие или люди, у которых есть положение, будут оставлять джаназа за них и будут читать другие, то есть другим не надо отказывать, то это является лучшим. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал, он не запрещал им читать, а он оставлял для того, чтобы люди предостерегались от таких дел. Другие спокойно могут читать, да, значит? А имамга лучше даже дуа сделать, не открыто только за этого человека. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу иляйк. Это был 19-й грех.